науке каждый ученый старается найти новое. А у нас новое в Российской Федерации фиксируется именно вот изобретением. У нас 48 патентов. 48. Это не каждый институт имеет 48 патентов в нашей республике. В этом году мы закончили разработку вакцины ринопневмонии и МИТа. Потому что у нас молодняк лошадей переболевает сначала ринопневмонией, и на фоне ринопневмонии развивается МИТ лошадей. Поэтому, если так, то должно быть двухвалентная комбинированная вакцина. Мы его разработали. В этом году закончили разработку. Сейчас мы подготовим научно-техническую документацию и будем искать производителя этих вакцин в Российской Федерации, возможно, в Монголии, возможно, в Казахстане. Вакцина аналогов в России не имеет. То есть единственная вакцина, которую Россия, это производим мы, разработали мы. Для разработки вакцины сначала надо выделить, изучить, а потом утвердить, депонировать. Что такое депонировать? Это регистрация штамма бактерий в всероссийских коллекциях. А потом идет испытание этой вакцины. Примерно вот выделение этого штамма 2-3 года. Надо изучить его свойства. Не каждый штамм, он становится вакцинным штаммом, потому что каждый штамм, он отличается по своим свойствам. Надо выбрать тот штамм, который наиболее иммуногенный, то есть вызывает стойкий иммунитет. После этого только утверждается вакцина, и, в общем, это 5 лет. Самое главное наше направление, будущее направление, это биологическая безопасность. У нас очень много перелетных птиц. Это примерно 30 миллионов, которые летают в зимний период в Китай, Японию, Индию. Вы поняли сразу наверняка, что это означает? Они являются переносчиками всех бактериальных и вирусных болезней. Поэтому наша задача создать лабораторию мирового уровня, вирусологическую лабораторию и микробиологическую лабораторию мирового уровня нашей республики, там, где будут работать наши научные сотрудники, наши молодые люди. Это главная моя задача в предстоящие 5 лет.